Еще раз, вот сегодня, 5 января 2023 года, интернет-газета в Якутии.ру освещает встречу пострадавших жителей Сатала с представителями окружной администрации города Якутска, которая прошла в администрации Мархи. Ага, и вот, пожалуйста, представьтесь и о своих вот проблемах микрорайона можете, да, сказать подробнее. Меня зовут Алена Викторовна Филимонова. Ага, Гоголева Лилия Валерьевна. Мы жители 10-го квартала Сон-Сатал. Угу. Ну, в ночь, получается, 1 января в 7 утра у нас отключили электричество. Угу. Ну, думали мы, что это на час максимум. Может быть, как обычно, у нас отключают время от времени электричество в 50 градусов в Якутии. В таких особо экстремальных ситуациях, да, отключать электричество. За счет чего отключили они электричество или энергосбыт, я не могу сказать. Может быть, за счет экономии или что-то еще, да. Но то, что таким образом, когда они подключили через час электричество, у них там не сработало что-то, я так понимаю, какой-то автомат. Естественно, но 1 января, это новогодние праздники, мы ни до кого не могли, да, звониться. Центральные электросети отвечали, что это не их участок, и им без разницы звонить как бы заведующему начальнику Сатал. Шадрину. Ну, естественно, он, по-моему, ближе к обеду объявился, но так как и поэтому многие участки замерзли. Дома замерзли. Там дети, есть семьи с детьми, у них единственное у многих жилье, да, старики и тому подобное, да. Замерзли гаражи, дома и так далее. У вас замерзли, да? У меня не замерзло, так как мы среагировали быстренько. У нас есть как бы генератор, мы все это подключили и включали каждый час, чтобы прокрутка шла. А так, конечно, нет, мы не замерзли. Остальные замерзли. А вы как пострадали? Мы слили, получается, отопление с дома. И на данный момент мы сейчас снимаем квартиру, живем в городе. То есть вы не стали отогревать, да? Нет. Успели хоть слить те. Угу. Вынуждены тогда нести дополнительные расходы по аренде. Да, совершенно верно. А дети маленькие, да? Да, у нас один ребенок, школьница, начальная школа. Угу. А вот по поводу железной дороги, да, хотелось уточнить. Вы покупали, говорите, в каком году? Я покупала в 2017 году. И мы тоже покупали в 2017 году. Нам обещали то, что вот весной уже нам проведут газ и ИЖС оформлять сразу ИЖС. Как газ проведут, оформить ИЖС. Нам это сказал Шадрин Виталий Александрович Степанович. Ага, и получается, что вам никто не говорил о том, что эти земли зарезервированы? Нет, конечно, нет, никто не говорил, и по генплану нам ничего не показывали, поэтому если бы мы знали заведомо, что там будет идти железная дорога, то, естественно, я бы там участок не покупала. Угу. Тогда выход из ситуации вы сейчас в чем видите, как жильцы? Ну, мы бы хотели бы дальше там проживать, но дело в том, что оформить наш участок под ИЖС, в конце концов, да, сколько мы 2017 года, и, конечно же, подключение газа как минимум. Ну, у вас тогда сейчас под что земля? Под огородничество, садовое огородничество. Ну, собственность оформили, да? У меня вот кадастровое, все есть, документация все есть. Но никак не ИЖС. Никак не ИЖС. Угу. Хорошо, спасибо большое.